В рамках движения гражданской дипломатии, начатого Восточно-Туркестанским союзом неправительственных организаций, в Малайзии пройдет 10-дневное мероприятие, целью которого является освещение беззаконий Коммунистической партии Китая в Восточном Туркестане и репрессии мусульман. Столицу Малайзии посетили глава медийного отдела Союза Абдульварис Хотан и руководитель Восточно-Туркестанской ассоциации Австралии Нурмухамед Туркестани. Первой организацией, которую посетила делегация, стал Исламский союз Малайзии. В течение 10 дней делегация будет проводить конференции и различные мероприятия. Республиканская народная партия Турции обратилась в парламент с требованием провести расследование в уйгурском регионе. Документ, подписанный 30 депутатами, был передан в парламент депутатам Республиканской народной партии от города Афьон-Карахисар Бурджу Коксал. В документе имеют место следующие пункты. Проведение подробного расследования ситуации Восточного Туркестана и геноцида, с которым столкнулся народ региона, а также внесение вклада в скорейшее решение данного вопроса. – 21 января суд города Зайсан, расположенного на северо-востоке Казахстана, постановил, что 2 этнических казаха, обвиняемых в незаконном пересечении государственной границы, не будут возвращены в Восточный Туркестан. Судья Шинар Оспанова приговорила Мурагера Алимулы и Кастера Мусаханулы к лишению свободы сроком на 1 год из-за нарушения государственных рубежей. Несмотря на лишение свободы, Мурагер и Кастер смогут остаться на исторической родине. Причиной такого решения Шинар Оспанова назвала факт того, что если вернуть беженцев в Восточный Туркестан, китайские власти могут подвергнуть их жестокому наказанию. Американские СМИ сообщили, что у жителя Вашингтона был обнаружен китайский вирус. Гражданин США, проходящий интенсивное лечение, был инфицирован во время поездки в Китай. Личные данные пациента не разглашаются. До сегодняшнего дня жертвами загадочного вируса стали 6 человек. Вчера Народная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что вирус был обнаружен у 77 пациентов. По всему Китаю было зафиксировано свыше 290 случаев заражения. Вирус также представляет опасность для миллионов китайцев, желающих провести отпуск и встретить китайский Новый год в родном городе. Выступая на Всемирном экономическом форуме, прошедшем в Давосе, президент США Дональд Трамп сказал, что переговоры по второму этапу торгового соглашения начнутся в ближайшее время. С другой стороны, министр финансов США Стивен Мнучин предупредил, что вопреки ожиданиям второй этап торгового соглашения не станет крупным событием. Мнучин заявил, что подписание второго этапа не приведет к отмене всех дополнительных пошлин, введенных в отношении китайской продукции. Вчера в Сенате США начался судебный процесс по делу президента США Дональда Трампа. В ходе судебного разбирательства будет решено, считается ли превышением должностных полномочий то, что Трамп потребовал от президента Украины начать некоторые расследования для его политических интересов и приостановил военную помощь Киеву. Трамп также обвиняется во вмешательстве в работу Конгресса.